Что связывает французского архитектора Поля Гурде с историческим центром города Алматы? Почему Жаркентская мечеть является единственной сохранившейся до наших дней работой китайского зодчего Хон Пике? Где расположена усадьба Валихановых Сырымбет? Забытые имена и малоизвестные факты, новейшая история и национальный колорит – все это в программе Grand Buildings. В чем сакральная тайна Жаркентской пагоды Хон Пике? Мечеть имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Как проект длиной в четверть века стал символом севера Казахстана? Канонический стиль центральной мечети в Усть-Каменогорске. Новые подходы в исламском зодчестве. Для 15-летней Земфиры Гинахуновой и ее сверстников экскурсия по деревянной мечети больше, чем культурная прогулка. В Жаркенте жили и живут несколько поколений ее семьи. Прадеды участвовали в строительстве, деды ходили сюда на молитву, а родители, так случилось, нашли свою любимую работу именно в этих деревянных стенах. Для коренных жителей Жаркента уникальный храм не только достопримечательность, это часть их истории. Они ее знают и по-настоящему любят. Строительство Жаркентской мечети началось в 1887 году и закончилось в 1995. Архитектором этой мечети был Хон Пик. Он построил эту мечеть без единого гвоздя, только из дерева. Жаркентская мечеть – одно из немногих в мире деревянных сооружений, построенных без единого гвоздя. Стальная крепь не использовалась как при строительстве стен, так и при наращивании колонн. Необычен и ее архитектурный облик. Купола восточной среднеазиатской мечети сочетаются с элементами крыши буддистской пагоды. Деревянному сооружению уже более 100 лет, и оно по праву является визитной карточкой Южного Казахстана. Строительство велось под руководством 37-летнего китайского зодчего Хон Пике. В 1887 году архитектора специально пригласили из Поднебесной, где он уже реализовал подобный проект в Шанхае. В Жаркенте Хон Пике вел работы над сооружением мечети долгие 8 лет. Только в 1895 году уникальный храм, поражающий красотой и изяществом, был закончен. Кстати, основным спонсором строительства стал местный купец-меценат Уалибай Юлдашев. Об этом гласит и надпись, сохранившаяся на входном портале. Она выполнена арабской вязью на уйгурском языке. В переводе это звучит так: «Кто желает знать хозяина этой мечети, это я, Уалибай Юлдашев». Уалибай Юлдашев все свои силы, организационную работу он взял в себя. 1050 человек был приглашен, чтобы мастера туда здесь. В том числе мастер единственный 35-37 человек отдельно, которые с дерева работают, по-моему. При возведении храма использовали крепкие по своей структуре бревна тяньшанской ели. Их привозили в Жаркент с Аксуйских и Кетманских гор, что в 200 километрах от города. Древесину сушили, обрабатывали и аккуратно складывали. Деревянные заготовки Хон Пике отбирал в течение 5 лет, а потом всего за 1 лето из них собрали духовный храм. Остов здания составили деревянные столбы, соединенные балками. Жаркентская мечеть построена из тяньшанской ели. Оно круговой, вставлено из 122 столба. Архитектор Хон Пик, чтобы он показать свой стиль работы, он работал здесь 5 лет бесплатно. Бесплатный труд китайского зодчего – одна из сакральных легенд. Якобы Хон Пике мечтал построить архитектурный шедевр у себя на родине, в Китае, но не смог. А в Жаркенте работал даром за возможность воплотить идею в жизнь. Но есть и другая легенда.
Согласно нее, архитектор, наоборот, боялся не получить плату за свой титанический труд и даже пошел на хитрость, чтобы забрать деньги за проект. Но передняя колонна у него оказалась косая, кривая. Ему делают замечание, ну, колонна-то кривая. Он говорит, вот когда заплатят, она и выпрямится. В общем-то, ему заплатили, он указал рабочим, в какие места стукнуть, и колонну выпрямили. На грандиозную стройку собирали мастеров по дереву со всего региона. Для слаженной работы многонациональной бригады были приглашены переводчики с китайского и нескольких тюркских языков. При этом в артели работали не только плотники, но и высококвалифицированные резчики по дереву, художники и даже живописцы. В основном работали мусульмане, казахи, уйгуры, дунганы, ну, разные нации. Ну, в основном мусульмане работали. Казахи свои, казахские орнаменты, и уйгуры, дунганы в основном рисовали там цветочки разные, ну, по-разному. Стены и карнизы расписаны яркими красками. В основном это красный, желтый и зеленый тона. В орнаменте доминируют растительные мотивы. Но среди разнообразия цветов и трав несложно заметить очертания птиц, рыб и животных. Натренированный глаз найдет здесь даже голограммы. Безграничная фантазия мастеров столетия спустя заставляет туристов задумываться и адаптировать изображения к современной действительности. Орнамент такого характера. А в этом году из Германии пришел один человек, и он смотрит на этот узор и говорит, этот узор наш германский, говорит. И мы им говорим, это нет, это не ваш, это раньше было, а это уже старый наш узор, казахский орнамент. Хон Пике сумел совместить традиционный стиль мечетей Средней Азии с элементами архитектуры Поднебесной. Неотъемлемые атрибуты среднеазиатского храма – центральный портал, минареты, купольные перекрытия – легко сочетаются с элементами буддистской пагоды. Крыша сооружения с изогнутыми кверху концами покрывает здание с цилиндрическими колоннами. Мы сейчас находимся в большом зале, в большом молельном зале. Длина этого зала 54,5 метров, ширина 29, высота 22 метра. На втором этаже женщины молились, на первом – мужчины. Во время молитвы вместилось 1500-1600 человек. Вместительный и достаточно большой для XIX века двухуровневый зал для пятничных молитв – это синтез культур Средней Азии и Китая. По неповторимому изяществу и непревзойденной красоте Жаркентская мечеть превзошла многие храмы Поднебесной. На родине зодчего даже сочли, что он сознательно раскрыл тайны строительного искусства и жестоко покарали. В отчетах у нас было написано, что ему отсекли голову. Хотя существуют разные легенды. Одни легенды говорят о том, что он вроде бы женился на местной красавице, сменил имя и остался. Деревянный храм устоял при разрушительном землетрясении 1910 года. Прочная деревянная конструкция осталась практически невредимой. Пострадали только башни, на куполах появились трещины. А вот с установлением советской власти и началом атеистического бума символ Жаркента постигла участь многих духовных центров. Его перепрофилировали. В разные годы в здании размещались казарма и овощехранилище. В малой месте был кинотеатр, летний кинотеатр был. А большой, это Джума мечеть называется, Джума называется, большой мечеть, она была зерный склад. Архитектор Лейла Рахимжанова участвовала в реставрации Жаркентской мечети в 70-х годах. Это была первая попытка возрождения храма после землетрясения в начале века. В конце 60-х провели только замеры. К работе приступили лишь в 1975 году. Лейла Шаймерденовна вспоминает картину увиденного спустя более 40 лет. В общем-то, это было грязное помещение, покрытое пылью. Следы от мышей, следов было очень много. Неприятный запах был.
И они, конечно, летали, им не понравилось, что мы пришли, шумели, пищали, кричали. Колонны, в принципе, сохранились. Они были обернуты тканью и закрашены лаком, красным лаком. Но они тоже были испачканы. Ну, мы начали обмерять. Нужно же реставрировать. Сейчас это ярко выглядит. Но все вся эта живопись, она была бледной. Личный вклад архитектора Лейлы Рахимжановой в реставрацию деревянной мечети со столетней историей – это деревянные решетки саманного забора комплекса, чертежи деревянных драконов, не подошедших по размеру, и удивительные фонари, которые до сих пор украшают храм. На фотографиях я увидела, есть фонари, очень красивые фонари. У нас в архиве лежало всего маленький фрагмент этой рамы. И благодаря этим фотографиям по пропорциям я составила чертежи. И, в принципе, потом вот эти фонари появились именно по моим чертежам. После завершения реставрации в 1978 году в здании мечети открылся архитектурно-художественный музей. Здесь сегодня представлены более 1000 экспонатов. Среди них предметы быта и утвари. Но самый ценный экспонат, конечно, само здание. Деревянный шедевр зодчества, сохраненный для потомков теми, кто любит и ценит свой город и его историю. Поиск новых идей при строительстве культовых сооружений не прекращался никогда. Столетия назад разрывом привычных шаблонов была мечеть в виде буддийской пагоды, возведенная китайским зодчим Хон Пике в Жаркенте. Спустя век нас поражают новые вызовы. Это мечеть Машхура Жусупа в Павлодаре. Купол сооружения выполнен в форме шанрака юрты. Меня зовут Мумин. Я гость из Таджикистана. Я пришел в гости в город Павлодар, Казахстан. Я в пятничные дни молюсь в мечети Машхур Юсуп. Здесь все прекрасно, уютно, тепло. Красиво читает Коран, мечеть красивый, народ общительный. Все отлично здесь. Мечеть имени Машхура Жусупа в Павлодаре входит в десятку самых красивых в Казахстане. Сооружение выполнено в форме округлой пирамиды, которую венчает купол в виде восьмиконечной звезды. Подобная мечеть единственная в республике. Туристы и фотографы рекомендуют достопримечательность как место, обязательное к посещению. Да, я всем гостям, которые, таджики знакомые там, мусульмане, которые знакомые им, я в пятничные дни им звоню, поедем в мечеть Машхур Юсуп, потому что там удобно. И после намаза мы там немножко прогуляемся, потому что там возле мечети есть парк. Мне нравится мечеть. Здание мечети построено в форме восьмиконечной звезды размером 48 на 48 метров. Площадь, на которой расположилась мечеть, занимает более 7 гектаров. Высота минаретов 63 метра. Купола, выполненного в форме шанрака с полумесяцем, 54 метра. Молельный зал мечети рассчитан на 1200 мест. Главная мечеть Павлодара носит имя этнографа и востоковеда Машхура Жусупа Капеева. История мечети Машхура Жусупа началась в конце 90-х прошлого столетия. Проектом строительства занялся автор столичного цирка, Алматинского променада и десятка других крупных объектов. Бывший главный архитектор Алматы, почетный архитектор Казахстана Толиген Абильда. Именно он представил акиму Павлодара десятки эскизов мечетей, традиционных и современных, своих и чужих. Среди них выделялся конкурсный проект куполообразной мечети с 4 минаретами, отмеченный в 1991 году золотой медалью Союза архитекторов СССР. Пришлось собрать очень много мечетей у своих друзей, которые конкурс проходили, там все. Сколько смогли собрать, там 3-4 подрамника, наклеили эти репродукции.
Потом в том же числе свою же мечеть, которая получил золотую медаль, там картинку, фотографию. Приехали в Павлодар на прием к Акиму. Ну, в вестибюле выставили и начали разговаривать. Толиген Абельда не побоялся экспериментировать. Он предложил отказаться от традиционной формы мечети и взять за основу проект, победивший во всесоюзном конкурсе. Градоначальник прислушался к мнению архитектора и дал полную свободу творчеству и фантазии. Эскиз вылепил, сперва она получилась широкая. Тогда говорю, дайте еще время. Говорю. Я приехал и уже скомпоновал. Ну, первый такой топорный получится. Хорошо, что вот сразу не утвердили его. Отработали уже форму, пропорции, все вот это довели. И когда приехали, его утвердил. Первый камень главной мечети Павлодара заложили в 1999 году. Основные работы начались в 2000-м. Во время строительства объект посещал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Торжественное открытие состоялось 21 сентября 2001 года. Одна из архитектурных особенностей сооружения в его форме. Каждый, в зависимости от фантазии, может увидеть в конфигурации мечети что-то свое. Одним металлический купол напоминает арабскую накидку, другие находят в нем атрибуты героев казахских сказок, рыцарские доспехи батыров или национальный женский головной убор. Жалпы қарасаң, Қазан қаласы татар мешіттері, Өзбекстандағы мешіттер бәрі бір типтес, домалақ, мына ұқсап, сәукеле ұқсап. Если так посмотреть на город Казань, на татарские мечети, узбекские мечети, то все они однотипные. Таких, как это, в форме шлема или саукеле очень мало. Это шлем из сказок о батырах, саукеле красавиц из любовных стихов, их юрты в бесконечной степи. Это символ Павлодарского края на Сары-Арке. Сейчас, если вы пойдете в любой магазин, там есть фигурки нашей мечети. Неповторимый колорит и изящество сооружению придают орнаменты, украшающие мечеть изнутри. Узоры в национальном стиле тесно переплетаются с религиозными постулатами. Особенный шарм главному залу придает хрустальная люстра «Зумрад». В Павлодар ее специально привезли из Узбекистана. Мысалы, мына үлкен люстра, мына веконнан 5 тонна салмақты. Анада 546 шам бар. Толығымен жаққанда ана шамда. Эта люстра весит 5 тонн. Там горит 546 лампочек. Ее спускают раз в год специальным прибором. Чистят, меняют лампочки, чинят и обратно вешают. Это копия люстры из мечети имени Амира Тимура в Самарканде. Әмір Темір немесінен, мешіттің, артындағы мешіттің немесі. Таза соның көшірмесі. Мечеть Машхура Жусупа – это не только символ и визитная карточка Павлодара, но и достопримечательность всего Казахстана. Кроме верующих, ее с удовольствием посещают жители и гости города. Кроме того, она стала излюбленным местом молодоженов. Главную мечеть города Павлодара видно с разных концов города. Несмотря на то, что мечеть построена относительно недавно, ее можно по праву называть основной достопримечательностью города Павлодар. Мечеть расположена в Центральном парке. По площади она занимает 6 гектар. То есть минарет и основное здание выполнено из кирпича. Сам же купол выполнен из металлических конструкций. В современном Казахстане свято хранится и традиционная архитектура культовых сооружений. Современные проекты, построенные по канонам вековых традиций, можно встретить во всех уголках республики. Ярким примером такой концепции является новая мечеть в Усть-Каменогорске. Ее построили всего 5 лет назад.
Появившаяся на левом берегу Иртыша, она смело вписалась в городской архитектурный ансамбль. Расположенный на ключевой транспортной развязке духовный храм виден издалека и, несомненно, привлекает внимание. Усть-Каменогорская мечеть – третья по величине в Казахстане. Она является самой большой в Восточно-Казахстанской области и замыкает тройку лидеров после столичных Хазрет-Султан и Нур-Астана. Фундамент мечети, в которой мы сейчас находимся, заложили в 2010 году. Все областные аксакалы, жители города и области пришли сюда и приложили силы к строительству этой мечети. Сейчас в мечеть приходят около 3-4 тысяч людей и читают намаз. Строительство мечети началось в октябре 2009-го, завершилось в августе 2012-го. Проект разработан Институтом «Семей Стройпроект». Мечеть состоит из 5 этажей и одновременно готова принять 3000 посетителей. Храм выполнен в классическом исламском стиле с применением национальных орнаментов и декоративных элементов. Относится к типу портально-купольных и впитал в себя традиции архитектурных школ среднеазиатского и персидского зодчества. В чем это выражается? Во-первых, это наличие портала. То есть входная часть акцентирована мощным, высоким входом, монументальным порталом, который называется пиштак. Помимо этого, это П-образное обрамление данного портала, его декор эпиграфическим орнаментом, то есть орнаментом из буквенных изображений арабской письменности. Мы видим наличие минаретов, которые продолжают среднеазиатскую традицию украшения культовых сооружений и обрамления их угловыми колоннами, которые назывались когда-то гульдаста. В архитектуре мечети, построенной по классическим канонам ислама, много символики. Высота минаретов символизирует возраст пророка Мухаммеда. Наличие 5 куполов соответствует 5 столпам ислама. Внутренний интерьер также соответствует религиозным традициям. В декоре геометрические и растительные узоры. Все выполнено ручной росписью на плитке с напылением золотом. Помимо веяний, так скажем, среднеазиатского зодчества, конечно же, мы видим здесь и присущие нашему региону традиции, в первую очередь, которые отразились именно в орнаменте. Поскольку это язык народа, то мы видим его на колоннах, в обрамлении деревянных элементов конструктивных и не только, орнаментика дверных проемов, орнаментика ограждающих элементов, орнаментика стен. То есть все это в том числе образует такой симбиоз местной культуры и когда-то исторических традиций, которые были присущи в целом архитектуре Казахстана. Архитекторы угадали с подбором материала. Стены мечети и минарета, портал главного входа облицованы гранитом темно-красного цвета. А вот для куполов подошел нитрат титана. Он обладает прочными и износостойкими характеристиками. Имея невероятно насыщенный синий цвет, непередаваемо сочетается с небосводом. Мы всей Восточно-Казахстанской областью мечтали о такой мечети. Сами поглядите, какая она красивая. Все ее гости удивляются и радуются, глядя на нее. Внутри очень хорошая акустика. Здесь очень тепло. И зимой, и летом люди приходят сюда и наслаждаются. Мечеть размещается на стилобаде. Он представляет собой конструкцию высотой больше 4 метров. Это еще одна находка местных архитекторов. Она позволила создать паркинг и подсобные помещения, освободив тем самым площадь перед главным входом. То, что мечеть стоит в новой строящейся части нашего города, это замечательно, поскольку здесь еще нет крупных застроенных массивов, которые бы ее загораживали. Во-вторых, рядом размещается парк, где не будет никакого такого высотного строительства, что тоже очень важно, поскольку минареты – это, конечно же, важный, интересный не только символ в силуэте города, но и акцент визуальный, который формирует интересную панораму и перспективу, то есть делает город наш узнаваемым дополнительно. И я думаю, что это является не только
украшением, но и в будущем одной из визитных карточек нашего города. Сегодня в Казахстане в общей сложности насчитывается свыше 2500 мечетей. Каждая из них имеет свой уникальный облик и хранит историю и непередаваемый колорит региона, дух и веру своего архитектора.